Добрый вечер, пятницы. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Вилюйском районе вынесен приговор женщине, которая избила инвалида до смерти. Дело происходило в начале сентября. Вилюйский подсудимая, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно с целью причинения тяжкого вреда здоровью, схватила кухонный нож и нанесла ему удар в область грудной клетки 40-летнему гостю своего гражданского супруга, который являлся инвалидом третьей группы по слуху. Женщина сразу вызвала скорую медицинскую помощь, но мужчина скончался в короткий промежуток времени. Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. За это она получила 7 лет общего режима. В полицию Якутии продолжает стекаться информация о ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт». Если обратиться к медицинской статистике, то в начале уходящего 2018 года в республиканскую больницу номер 2 обратились 70 человек, из которых 5 был поставлен диагноз алкогольная интоксикация, а 14 находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из их числа 30 человек были госпитализированы для оказания экстренной медицинской помощи. Поэтому особое внимание и уделено выявлениям контрафактной алкогольной продукции и в целом нарушений антиалкогольного законодательства. Как сообщает отдел полиции по Нерингринскому району, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в одном из торговых павильонов города выявлена реализация алкогольной продукции, оклеенной акцизными марками с признаками подделки. По результатам проверки из магазина было изъято 54 бутылки с алкогольной продукцией. Проводится проверка. А в Якутске только за одни дежурные сутки выявлено 3 факта реализации из автомашин и 2 случая продажи алкоголя в неустановленное законом время. В МЧС подвели итоги уходящего года. В 2018 году в нашей республике произошли 2 чрезвычайные ситуации, зарегистрировано 55 происшествий социально значимого характера, при которых, к глубокому сожалению, погибло 27 человек и 19 человек пострадало. Пожарно-спасательные подразделения привлекались на тушение пожаров 869 раз, 2771 раз для ликвидации загораний, 119 раз для проведения аварийно-спасательных работ, 623 раза на ликвидацию последствий ДТП. Сотрудниками ГПС от огня спасено 119 человек и обеспечена сохранность материальных ценностей на сумму более 155 миллионов рублей. Хорошая тенденция к результативным показателям наметилась и в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. Так, в 2018 году зарегистрировано 70 происшествий. Уменьшение по происшествиям и гибели людей на воде составило 2,7%. Сотрудниками ГИМС проведено 4718 всех видов рейдов и патрулирований на водных объектах республики. А госавтоинспекция Якутска с 14 по 16 декабря на городских и пригородных направлениях будет проводить массовые проверки. Как отметили в столичном ГИБДД, особое внимание будет уделено нарушениям, связанным с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по правилам перевозки детей. ГИБДД просит сообщать полицию по телефонам 127 или 47 35 69 или 02 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. К федеральной повестке трагедия или счастливое стечение обстоятельств. Уже неделю жители Ноябрьска Кристина и Захар Телеус пытаются понять, как относиться к событиям в их жизни. В ночь с субботы на воскресенье у семьи сгорел дом, а вместе с ним все вещи и документы. Но главное, молодая мама спасла из огня 2 маленьких детей и смогла выбраться сама. Они до сих пор отходят от шока. Евгения Демина встречалась с чудом спасшимися погорельцами. Я одного ребенка в одну руку в одеяло, другого ребенка в другую руку тоже в одеяло. С 2 детьми выбегаю, открываю эту же дверь, и там уже огонь просто на потолок уже идет. В 3 часа ночи Кристина проснулась от странного шума, выглянула в коридор и поняла – пришла беда. В доме она была с 2 маленькими детьми, дочери 2,5, сыну чуть больше года. Муж в эту ночь был на работе. В считанные минуты молодая мама собралась, вызвала пожарных и успела босиком выскочить из дома. Сейчас с ужасом понимает – промедлила бы еще немного, и единственный путь к спасению был бы отрезан. Мне сегодня дознаватель задал вопрос: как вы вообще выбрались, как? Он говорит, как знающий, я видел этот пожар. Как там можно было спастись?
Знаете, еще 5 минут, и вот этот вот вход нам был просто закрыт огнем. Сообщение о пожаре в частном доме в Самострое поступило на пульт дежурного 9 декабря около половины 4 утра. Пожарные расчеты приехали быстро, но деревянный дом уже полыхал. Огнеборцам пришлось не только тушить огонь, но и защищать от возгорания соседние постройки. Полностью пожар был ликвидирован к 5 часам утра. В результате пожара конструкция мансардного этажа обрушена по всей площади. Конструкция самого здания повреждена площади около 100 квадратных метров. Все имущество залито водой. Причина пожара, ущерб, виновное лицо устанавливается. Проводится доследственная проверка. А вот этот угол больше всего пострадал, вот эта вот часть. Ну и жена говорит же, что вот эта дверь горела, когда она открыла дверь. Она с дома открыла дверь, и эта дверь полыхала. То есть, скорее всего, что отсюда все и началось. Вместе с дознавателями глава семьи пытается понять причину пожара. Для безопасности своих близких Захар Телиус, как ему казалось, сделал все. В доме поменял проводку, поставил безопасные светильники, а в каждом углу по огнетушителю. Но они оказались бесполезны. Дом сгорел полностью, восстанавливать нечего. Сгорели вещи, мебель, игрушки и документы. Пепелище получается, ну, как все, в принципе, здесь. И вот просто в куче вот этого пепла и мусора лежала семейная фотография, где я, маленькая сестра моя, папа и мама. Не сгорело? Нет. Молодым родителям теперь предстоит долгий процесс возвращения к обычной жизни. Дача показаний, хождение по разным инстанциям и восстановление документов. А главное, им нужно решать вопрос с жильем. 2 взрослых и 2 детей остались без крыши над головой, пока их приютили родственники. Где-то нужно свой угол теперь искать, хотя бы на первое время. Да, у нас дети маленькие, были бы мы вдвоем, было бы проще. Как только о случившемся узнали жители Ноябрьска, Кристине и Захару стали собирать помощь. За один день привезли почти все необходимое для детей – кроватки, стульчики, стол и одежду. Горожане помогают и финансово. Сообщения приходят даже из других городов. Кристина и Захар признаются, моральная поддержка – самое важное для них сейчас. Но, скорее всего, понадобится и юридическая помощь. Сгоревший дом был в ипотеке, и платить за него предстоит еще много лет, если долг не покроет страховка. Как правильно все оформить, семья пока не представляет. А главное, теперь им нужно где-то жить. Самое страшное уже позади. Самое главное, мы спасли. Самое главное, мы живы. Остальное такая ерунда. Евгения Демина, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. 2 российских бомбардировщика совершили 10-часовой полет над Карибским бассейном. Самолеты на днях прибыли в Венесуэлу для демонстрации поддержки Москвой правительства Николаса Мадуро. Естественно, это не понравилось нашим западным партнерам по историческому процессу, рассказывает Алена Островская. Белые лебеди взмыли над Карибами. Российские пилоты подняли стратегические бомбардировщики Ту-160 в небо с венесуэльского аэродрома. Эти кадры в четверг опубликовало Министерство обороны России. Согласно заявлению ведомства, 10-часовой полет прошел в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства. На протяжении этого времени лебедей сопровождали истребители Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы. Москва направила в латиноамериканскую страну сверхзвуковые Ту-160 с целью демонстрации поддержки социалистического правительства в Каракасе. Этот жест вызвал недовольство в США. В Белом доме в среду рассказали, что Москва заверила Вашингтон в том, что самолеты покинут латиноамериканскую страну в пятницу. На этом пока все. Хороших выходных без чрезвычайных происшествий. Берегите себя.